Уважаемые друзья, только что я вышел со встречи с легендарным Маратом Джаланбаевым, моим подзащитным, и хочу сообщить следующие новости. В первую очередь, это то, что у Марата появились отеки. В принципе, отеки у Марата после голодовки появляются всегда, но в этот раз они беспокоят его намного больше, чем обычно. То есть утром он просыпается опухший. Со временем жидкость уходит по организму в ноги. Ночью он поднимает ноги и так идет по кругу. То есть Марат уже старается уменьшить прием воды, но вот отеки, к сожалению, мы понять пока, и он сам понять пока не может, что с его организмом происходит. До сих пор Марату не передали те препараты, которые еще 7 августа были непосредственно вручены здесь сотрудникам. То есть, когда говорилось, что эти препараты Марат должен будет принимать после выхода из голодовки, сейчас до сих пор эти препараты почему-то ему не вручают. С чем это связано, неизвестно. Но мы знаем точно, что они ему нужны. Анализы. Марат дважды сдавал кровь. До сих пор анализы ему не предоставлены. Что происходит, непонятно, потому что каждый раз в течение 2 дней анализы ему предоставлялись. Сейчас анализы не дают. Это тоже наводит на неприятные мысли о том, что у Марата проблемы, которые, возможно, скрываются. Пульс у Марата в норме, он говорит, потому что он сам себе меряет и давление, и пульс. Давление 110/70. Да, судороги. Он принимает препараты, судороги прошли. По назначению артемасового врача здесь местного Марат принимает амес и крион. Он находится в ДИЗО, потому что вы знаете, что определенное время его мучает диарея. Все сейчас именно так, как всегда и происходит. И я стал выяснять, как травят у Марата крыс. Яд крысиный лежит открыто. 5 пакетиков по комнате. Как они влияют на организм, мы также знать не можем. Опоясывающие боли у Марата, к сожалению, еще остались. Они не проходят. Боли усилились, он сказал, с правой стороны. Сейчас я хочу обратиться именно к администрации. Перестаньте провоцировать Марата. Вы знаете, о чем я говорю. Перестаньте его провоцировать. Не нужно делать так, чтобы он в очередной раз выходил на бессрочную голодовку. Перестаньте провоцировать Марата. Те, кто сейчас посмотрят, они знают, о чем я говорю. Они продолжают его провоцировать. Нет, не в анализах дело, к сожалению. Но администрация должна четко понимать, что провоцировать его не нужно. Из текущего, вот что хотел бы Марат передать. Скайп в учреждении номер 4 для осужденных не работает. Скайп необходим не только Марату, он необходим каждому заключенному. Это общение с семьей. Это когда ты видишь свою семью не только на свидании, но и каждую неделю. Это непосредственная социализация осужденного, чтобы он мог разговаривать со своими друзьями. Почему здесь находящиеся люди лишены этого права? Почему только Марат пытается отстоять свое право на скайп, и никто другой про это не говорит? Также Марат сообщает, что более 60 деревьев, по несколько десятков лет растущих на территории, были вырублены. От ямы помойки идет ужасный запах. Пищевые отходы разносят птицы по всей территории колонии. Даже когда Марат выходит на прогулку, он говорит, что кусочки мяса и костей скидывают на территорию птицы. Поэтому с этой помойкой что-то обязательно нужно сделать. Запах невыносимый, повторю. Но чтобы не заканчивать на негативной ноте, сегодня у Марата день рождения, и я попросил его передать хоть что-то от себя, и вот что он мне сказал. Говорит Марат: хочу всех поблагодарить, казахстанцев, которые не забывают меня, поддерживают. А я продержусь здесь. Меня нельзя сломать. Эти слова Марат адресует казахстанцам. Не забывайте про Марата.